Неделю назад погода в Коми побила температурный рекорд по жаре. Несколько дней мая выдались по-настоящему летними, но из-за резкого похолодания жители республики вновь достали теплую одежду. А дачников метеоперемены заставили утеплить и урожай. Секретами сохранения посадок садоводы поделились с Александрой Маркиной. Чем быстрее пришло тепло, тем страшнее для урожая резкие похолодания. Эту истину дачники со стажем поняли уже давно. Вот и в этом году народное поверье оправдалось. Резкие температурные перепады уже погубили часть ягодных кустов и деревьев. Обычно в это время года вишня уже цветет, однако в этом году ягодные деревья подмерзли. Ветки высохли, а для того, чтобы найти на них бутон, нужно очень постараться. Дачница Лилия Васильевна рассказывает, перепады вредят не только ягодам, но и огурцам, помидорам и перцу. Эти культуры лучше селить в теплице, а рассаду теплолюбивой свеклы тоже выращивать в закрытом грунте. Парничок, она немножко подрастет, а потом уже на грядке высаживаем. Она холода боится, поэтому ее только после заморозков надо сажать. Для грядок с картофелем, капустой и прочими овощами предусмотрительные садоводы заранее закупают укрывной материал. Он помогает сберечь труды дачников. Впрочем, нынешние заморозки, говорят садоводы, не так уж страшны. Бывало, что на огород выносили из домов половики и паласы, лишь бы сберечь рассаду. На крайний случай есть еще один, правда, весьма пожароопасный метод. Когда еще работала в совхоз, нас посылали свеклу сажать, да что, так они задымление делали на ночь. Вот, поджигали мусор, всякие костры, чтобы дымом рассаду, вот свеклу высаживали мы, например, да, чтобы сохранялась она, так они, значит, костры жгли. Говорят, надо, пишут, по крайней мере, в литературе, что надо дождевание делать, мелкие капли. Агрономы утверждают, для того, чтобы спасти урожай, героических усилий не требуется. Нужно всего лишь соблюдать сроки посадки и использовать специальные удобрения. Конечно, фосфорно-калийные удобрения, они стимулируют внутри растения давление. Так, мы в физиологию углубляться не будем сильно далеко, но давление именно стимулируется, и соотношение сухих веществ и сока, то есть влаги, оно также стимулируется удобрениями, именно фосфорно-калийными. Поскольку у нас фосфор в почве достаточно беден, у нас почва вообще бедная на фосфор, и он начинает действовать при определенной температуре. То есть даже если мы туда тонну его высыпем, может подействовать всего лишь 1 грамм. Поэтому здесь фосфорно-калийные удобрения, особенно в жидком виде, они помогают, комплексное удобрение. Угроза заморозков еще сохраняется, но синоптики обещают потепление. Так что дачники скоро смотают нетканку в рулоны и отложат. Но недалеко, мало ли что. Александра Маркина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.